Всем большой привет, друзья! Скажите, вы тоже не заметили, как быстро зазеленел город и наступило лето? В такое время совершенно не хочется работать. Но мы работаем, поэтому сейчас вы смотрите новый выпуск Вовна. Что ж, давайте начинать. С вами Богдана Акопян, и сегодня вы увидите тренинг по самозанятости в Институте экономики и управления. На шаг ближе к мечте. Какие преимущества у обладателей золотого знака ГТО? Вкусное против полезного. В чем польза здорового питания? И немного приятностей для зрителей Вовна. Признавайтесь, кто из вас тут мечтает стать бизнесменом, когда вырастет? И если тут такие есть, то я надеюсь, что вы сходили на тренинг по самозанятости, который прошел в этот понедельник. Ну а если нет, то скорее смотрите, что вы пропустили. Тренинг «Самозанятость. Инструкция по применению» организовали в рамках недели карьеры Института экономики и управления. Проводил беседу бизнес-тренер по программам корпорации по поддержке малого и среднего предпринимательства Алексей Облизов, который также является кандидатом экономических наук и преподавателем нашего университета. По его словам, основная цель этой встречи – информирование студентов о всех направлениях бизнеса, которые есть в Республике Коми. Самое главное, что мы говорим о том вообще, что такое бизнес, какие есть возможности у ребят в рамках образования получить еще те или иные компетенции по предпринимательству в целом, по экономике, по блокам управления. На тренинге присутствовали специальные гости, действующие предприниматели. Они рассказали свои истории о сфере их деятельности, говорили о достоинствах и рисках ведения бизнеса. Также обсудили со студентами возможности сотрудничества и предпринимательского роста. Студентам это нужно знать в первую очередь, если они собираются открыть бизнес, им нужно понимать, какие есть, во-первых, меры поддержки, какие есть организационно-правовые формы для этого, чтобы они уже знали, что нужно сделать для того, чтобы открыть бизнес. И возникает вопрос, кто ты на этом моменте, да? То на самом деле, извините, все, четкая фиксация отношений. Есть чек, есть подтвержденная услуга, ну и так далее, то есть не надо скрываться. Очень интересно было про то, какие виды налогов у нас в регионе имеются, и про разновидности в отличие от местонахождения города, то есть там рассказали, что в северных регионах налоги меньше, чем в южных, и какие виды грантов можно получить. Это было очень интересно. По словам организаторов, подобные тренинги будут проходить и дальше. Так, с сентября следующего учебного года планируется запуск цикла таких встреч. Богдана Акопян, Егор Денисов, Андрей Мишарин. Специально для Вовна. А вы знали, что абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ? А студенты могут претендовать на повышенную стипендию? Нет? Тогда самое время стать обладателем знака отличия. С 7 по 28 июня в Сыктывкаре пройдет прием спортивных нормативов ГТО. Записаться на них можно уже сейчас. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru, а на каждом приеме нормативов при себе необходимо иметь УИН, документ, удостоверяющий личность и медицинский допуск. Кстати, во ВКонтакте есть специальное сообщество для тех, кто планирует сдачу испытаний. В нем вы найдете всю необходимую информацию для участников – нормативы, инструктажи, дату, время, место проведения и многое другое. Ох, что же это я? Я ведь решила правильно питаться. Спросите, почему? Так ведь 2 июня отмечался День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Да еще и специально к празднику наш корреспондент Олег Хохлов разузнал о пользе такого образа жизни. Так что скорее смотрите сюжет и переходите на светлую сторону. Ни для кого не новость, что в эпоху существования различного фастфуда и уличной еды многие молодые люди, в частности студенты, поглядывают на путь диеты полезной пищи. В последние годы российские ритейлеры зафиксировали повышение спроса на здоровое питание. Этот развивающийся тренд в народе известен как ПП. Я вот раньше ее тоже обожала, а потом я перестала есть, потому что там... В общем, я съела со всего, что связано с сахаром. Немало людей решают уйти от привычной еды в угоду полезной для поддержания здоровья. Таким примером служит Валерия, студентка СГУ имени Екатерины Сорокина. Изначально девушка решила отказаться от сахара, что для нее стало настоящим испытанием, но в скором времени поняла, этого недостаточно и нужно полностью менять свой рацион. Я обычно встаю, готовлю себе яичницу, обычно еще жарю кабачки к этому, иногда покупаю слабосоленую рыбу красную и в принципе все. А в обед я могу поесть гречу с курицей или рис.
Однако причиной перехода на ПП могут стать и медицинские показания. При несоблюдении правильного питания в организме образуется дефицит ценных ферментов. Это способствует нарушению обмена веществ и развитию различных заболеваний. В таком случае врачи рекомендуют перейти на специальную диету, зачастую требующую исключить из своего рациона любую жареную, запеченную, жирную, сладкую и соленую пищу. Ох, я сейчас сижу на очень жесткой диете. Мне можно курицу, кролика, индейку. Все это должно быть вареным и перетертым. Было очень сложно, особенно когда ты видишь, когда твои окружающие тебя люди едят вкусную еду, что-то пьют. Это действительно очень сложно. Но как именно составлять правильный рацион питания, знают далеко не все. Именно для получения этой информации мы обратились в санаторий-профилакторий Сыктывкарского университета. По словам врача-диетолога Анны Сидоровой, еда влияет на наше физическое, психическое и эмоциональное здоровье. И главная цель питания – это накормить клетку. Вы, наверное, тоже иногда ощущали, что вы когда покушаете, да, вроде плотно и сытно поели, но чувствуете, как будто что-то еще хочется. Это говорит о том, что ваши клетки голодные, то, что они недополучили минеральные вещества, витамины, белки, аминокислоты, да, или какие-то другие ценные вещества. Также важным аспектом является сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам. Не стоит забывать и о разнообразии потребляемой пищи, чтобы ваш организм получал все необходимые витамины, минералы, аминокислоты и микроэлементы. Так, например, по словам эксперта, 50% тарелки должны составлять клетчатка. Это овощи, фрукты, зелень. 25-30% белки и жиры и 25% сложные углеводы. И вообще к правильному питанию нужно переходить постепенно, по чуть-чуть, да. Сначала одно исключим, да, потом второе, третье, то есть какие-то вредные продукты, и мы уже так потихоньку перейдем на правильное питание. В летний период специалисты особенно рекомендуют переходить на сезонные продукты. По овощам стоит потреблять больше кабачков, баклажанов, шпината и другой зелени, а из ягод и фруктов – клубнику, черешню, арбузы, дыни, яблоки и персики. Также важно помнить, одним правильным питанием здоровье не укрепишь. Занимайтесь спортом, поддерживайте хороший сон и пейте больше воды. Олег Хохлов, Полина Холодова, специально для Вугли. А напоследок немного приятностей. Всем известно, что 1 июня – это Международный день защиты детей. Но вы знали, что в прошедшую среду отмечался не только этот праздник? Так вот, 1 июня – это день под названием «Скажи что-нибудь приятное». Поэтому ловите порцию пожеланий от жителей Сыктывкара, наши любимые и неповторимые зрители. Мы студенты-журналисты с учебного телевидения. Скоро будет праздник «Скажи что-нибудь приятное». Скажите что-нибудь нашим зрителям. Очень приятно. Желаю вам здоровья, счастья, чтобы больше смотрели вас. В ближайшее время стипендия не уменьшится. Пока нет, а дальше видно будет. Искренне желаю счастья, успехов в их начинаниях, в дальнейших делах, если это можно так выразить, на личном. И просто, чтобы люди самореализовались. Я им желаю теплого лета и легких экзаменов. Погода стала хорошая. Это главное. Чтобы квас был холодный, чтобы было хорошо и дождика поменьше. Поскольку погода нормализовалась, настроение у нас поднялось, и все будет замечательно. Всех с радостью, с летней радостью. Желаю всего самого наилучшего. И самого наилучшего 100 раз. Живите долго и счастливо. И сдайте сессию. Всего самого наилучшего, чтобы учеба шла успешно, чтобы побыстрее можно было уйти домой после учебы и самого-самого хорошего настроения. Желаю апнуть 50 кубка в Brawl Stars. Всем хорошего настроения, счастливого проведения лета, всем хороших каникул. Не забывайте, что кроме вас есть кто-то еще. Дарите им радость. Также не забывайте о себе. Просыпаясь каждое утро, подходите к зеркалу, говори: ты классный, ты молодец, все получится. И в конце дня пожелай себе счастья, чтобы было все хорошо. И на такой прекрасной ноте мы заканчиваем и прощаемся с вами. На следующей неделе бразды правления Вувном перейдут к нашим коллегам-первокурсникам. Так что увидимся уже осенью. Желаем вам отлично провести это лето. До связи.